на карту. И здесь, конечно, у нас Дубай. И соседний Эмират это Шарж. У нас половина автобуса, они в Шарже отдыхают, вот там. Ну это Дубай. У нас площадь всех Эмиратов это 83 тысяч квадратных километров. Но только Абу-Даби занимает 82. Это родной город Шейх-Зайд, где Оман. Но у нас только Абу-Даби это занимает 82% от общей территории этой страны. Тогда только Абу-Даби 67 тысяч квадратных километров. Давайте просто посмотрим, где Абу-Даби, где остальные Эмираты. Это Абу-Даби. И вот остальные Эмираты. Тогда, как я уже сказал, всего 83 тысячи квадратных километров, но только Абу-Даби 67 тысяч квадратных километров. Это только Абу-Даби. Тогда у нас президент, это правитель Абу-Даби, не правитель Дубай. Правитель Дубай, уже нам понятно, шейх Мухаммад, он только премьер-министр. Но у нас правитель Абу-Даби, это шейх Халифа бин Заид Аль-Нахян, это старший сын шейх Заид. Он по закону считается это президентом этой страны. Как и в Эмиратах, можно получить гражданство. Есть возможность? Замуж за араба. Гражданство не получаете. Она права, да. Да. Нет. Есть в последнее время есть нет. В последнее время есть возможность, если женщина только, женщина, для Фуада нет возможности, для Абдулла нету, для вас нету, только для женщин. В истории этой страны только у нас группа торговцев из Ирана. Они покинули свой родной город, это в 1902 году. После того там они установили высокие таможенные споры, угрожавшие их благосостоянию. Такие люди, они занимаются торговлей. Поэтому они покинули свой родной город на Иранском заливе, потом они пришли в Дубай, где бухта Крик, старая часть Дубая. Такие люди, которые из Ирана, они играли это большую роль в экономике Объединенных Арабских Эмиратов до создания, а также после создания этой страны. Они там построили огромный рынок. Всего там было в это время 300 магазинов. Но 300 магазинов, как я уже сказал, в 1902 году в это время это было очень много магазинов. Это вдоль залива. Поэтому шейх Заид, как в знак благодарности, он отдал им гражданство. Это после создания страны. Но в настоящее время только у вас один вариант, только для женщин. Для Фуада нету, потому что не могу выйти замуж, только могу жениться. Поэтому для нас нету. Давайте просто посмотрим с правой стороны от меня вот такой самый первый горнолыжный курорт. Sky Dubai. Это занимает третье место по величине во всем мире. Это самый большой еще, это на Ближнем Востоке, это самый первый и самый большой, вот, который прямо с левой стороны. Горнолыжный курорт, это Sky Dubai, там на круглый год это покрытие настоящего снега. Там температура максимально 2,3, на высоте это 80 метров. Еще там Carrefour, прямо, очень прямо, там с правой стороны. Это самый большой гипермаркет на Ближнем Востоке. Еще там расположен и Sky Dubai, такой горнолыжный курорт. Это второй самый большой торговый центр, это в Дубае, это Mall of Emirates. Там и всего 500 магазинов. У нас, как уже понятно, самый большой, самый огромный, это Dubai Mall, где у нас будет, это наша последняя остановка. Но второй по величине в Дубае, Mall of Emirates, потом третий по величине Dubai Marina Mall. Где там и вторая группа, они к нам присадили. Там это третий по величине Дубай, это Dubai Marina Mall. Тогда здесь в настоящее время, если только женщина, она хочет получить гражданство, если она вышла замуж за местного араба, тогда через 18 лет она получит гражданство. Раньше был такой закон, через 7, потом и через 10, потом в настоящее время здесь они говорят, что через 18 лет женщина, она получит гражданство. Но, конечно, их детей они получают со стороны отца сразу. Тогда они получают гражданство сразу со стороны отца. Сейчас мы едем по дороге, эта дорога под названием Шейх Заид. Уже нам понятно, что за человек, что Шейх Заид, он основатель Объединенных Арабских Эмиратов. До сих пор, кстати, пока неизвестно, когда Шейх Заид он родился. Потому что до создания этой страны не было регистрации рожденности. Поэтому иногда они говорят, что Шейх Заид он родился в 1918 году, иногда в 16 году. Пока так мы едем с правой стороны, только мы увидим автосалоны. Еще дальше не выйдем. Тогда отсюда начинается район для автосалонов, для машин. Вот.
я уже сказал, у нас все в Дубае организовано. Район для школ, район для машин, район для университетов, район для больниц. Но пока так мы едем с правой стороны от меня, только автосалоне. И здесь машины в Эмиратах, это подешевле 1 или 2 раза, чем в России, чем в Европе, чем у нас в Египте. Потому что здесь вообще нет налогов. Поэтому бывает у каждого человека из местных арабов не только одна машина, не только 2 машины, может быть 5 машин. В Шарджа, там у нас в Шарджа самый большой рынок старых машин. Но на самом деле здесь в Эмиратах и старые машины как будто новые машины. Потому что иногда молодой человек, он катается на машине полгода, 1,5 года максимально. Все, пора время купить другую машину. Поэтому здесь старые машины как будто новые машины. Но в общем здесь машины совсем недорого, не как у вас и в России. Эта дорога, куда мы едем, платно и не бесплатно. Это как? В Шарджа, там дорога называется Аль-Иттихад. Аль-Иттихад можно перевести это с арабского на русский, как союз. Но эта дорога под названием Шейха Зайд, это как визитная карта Дубай. И здесь вдоль дороги у нас есть система, называется Салик. Салик это можно перевести с арабского на русский как проезд. Может быть, если дорога платная в России, в Европе, просто по-разному, все автобусы, все машины, они должны остановиться, чтобы заплатить за проезд. Но у нас это в Дубае происходит автоматически. Это как? На стекле здесь, на стекле, вот, на коллега. На каждом автобусе, на каждой машине. Пока так видно, можно там посмотреть, и вот, еще там есть на стекле, такая наконец-то. Это как симка. И наш водитель постоянно, он должен туда положить деньги. Он постоянно. И вдоль дороги Шейха Зайд у нас 7 или 8 терминалов. И каждый раз, когда машина или когда автобус заезжает через терминал, они снимают с каждого автобуса, с каждой машины 4 дирхама. Максимально в день они могут снимать это 24 дирхама. Человек, который он придумал такую систему в Дубае, он индус. Он получил от шейха Мухаммад $1 миллион. Просто как подарок от шейха Мухаммад. И здесь я уже сказал, машины совсем недорого, не как у вас. Но на самом деле любой человек здесь, у него машина в Дубае, и каждый день он туда и сюда, он катается по дороге, он должен туда положить минимально в месяц. $200-250. Это минимально. Поэтому постоянно они говорят про шейха Мухаммад, про такого человека, что у него есть возможность сделать деньги из песка. С правой стороны от меня мы увидим метро, дубайский метро. Чем наш метро отличается от других? Надземный, уже понятно. Что еще? Без машинистов. Дубайский метро без машинистов. Но когда они открыли метро в Дубае, это в 2009 году, 9 месяц, 9 день, в 9 часов, и в 9 минут, и в 9 секунд. В это время дубайский метро, он попал в книгу рекорда Гиннеса как самый длинный автоматизированный метро, это во всем мире. В составе метро у нас всего только 5 вагонов. Первый вагон класса люкс. Что значит вот класса люкс? Когда для проезда вам надо золотые билеты. Их стоимость это 2 или 3 раза дороже, чем обычные вагоны. Но как можно определять, если потом мы хотим на метро ездить? Какой вагон, который класса люкс? Если мы едем по сторону Шарджа, в эту сторону. Так, вот метро, сейчас метро он идет, да? Самый первый вагон в эту сторону, это класса люкс. Самый первый вагон, но сейчас мы во сторону Абу-Даби, тогда самый первый вагон класса люкс. Если мы едем наоборот во сторону Шарджа, тогда самый последний вагон. И второй вагон для женщин и для детей. Остальные вагоны это общий для всех. С левой стороны от меня. Сейчас мы увидим такие вилли. Двухэтажные, очень красивые. Просто запомните, потом я вам расскажу, что за проект. Хорошо? Давайте просто мы возвращаемся к нашему разговору. Еще у нас второй вагон, это для женщин и для детей. Остальные вагоны это общий для всех. Еще в составе метро у нас только 2 ветки. Красная ветка, которая с правой стороны от меня. На расстоянии 52 километров. Там всего 29 станций. По красной ветке можно попасть в Дубай Молл, в Эмирейтс Молл, еще в Дубайский аэропорт, еще в Наср Сквер. Если кто из вас просто в Дубае, может быть, они в курсе, что такое Наср Сквер. Наср Сквер не торговый центр. Наср Сквер это огромный большой восточный базар. Там все продается. Когда если мы хотим сделать шопинг, где подешевле,
мерьте, как вам удобно, где там есть русскоговорящий, где электроники, планшеты, мобильные телефоны, чубы, кожа, меха, золото в разных видах. Все там продаются, там где нас рискует. Если мы хотим на метро по Красной Витке, тогда станция метро, которая под названием Йон-Йон. Вторая витка это зеленая витка, там всего 18. Если мы хотим попасть в Мастерскую сквер, это по зеленой витке, тогда станция метро, которая это под названием это Баньяс. С левой стороны сейчас мы увидим такой парк. Это под названием Сафа парк. Это самый большой парк в Дубае. Вот такой парк, который прямо с левой стороны от меня. И вход там всего бьет дирхам. Но постоянно там можно найти много местных арабов, много приезжих. Все там для развлечения есть. Шашлык, машлык, барбекю там можно сделать. Там Wi-Fi бесплатно. Поэтому постоянно, когда здесь бывают выходные, это в пятницу, в субботу, там на месте можно найти много арабов, еще много приезжих. Еще с правой стороны, давайте просто посмотрим и увидим два здания, похожие на друг друга, как близнецы. Уже видно, да? Видно или нет? Да. Да? Спали. Ну хорошо. С правой стороны два здания, похожие на друг друга, как близнецы. Этот отель JW Marriott. Он самый высокий отель во всем мире. Тогда прямо с правой стороны от меня уже сейчас видно такой огромный отель, два здания похожие на друг друга, как близнецы. Это самый высокий отель во всем мире. Как я уже вам сказал, у нас в Дубае 5 самых высоких отелей. Самый первый, вот такой, еще отель Парус, третий самый высокий отель. Давайте просто посмотрим еще с правой стороны этот район под названием Business Bay. Черные здания, уже вам видно, да? Прямо, 50-й этаж, что там есть? Не моя квартира, я в Шарже живу. Стоянка. Там наш офис Бигас, наш офис. Тогда такое черное здание, 10-й этаж, там наш офис Бигас. Этот район под названием Business Bay. Business Bay в основном этот район для офисных помещений. Тогда мы увидели район для школ, для больниц, для машин. И вот такой район, который прямо с правой стороны, только для офисных помещений. У нас в Дубае в настоящее время, раньше уже говорили, это как большая свободная зона. Но всего в Дубае сколько зон? 17. Этот район еще как будто это свободная зона. С правой стороны еще мы увидим этот Бурдж Халифа, самое высокое здание, где там самый престижный квадратный километр во всем мире. Тогда там, где даунтаун, там расположен самый престижный квадратный километр. Напротив Бурджа Халифа там видно такой отель, как Парус. Сейчас может быть не очень видно. Но давайте просто еще раз посмотрим напротив этого здания, такое огромное здание, как Парус. Сейчас вам видно, да? Этот отель Адрес. Он пятый, самый высокий отель во всем мире. Высотой это 305 метров. Самый высокий отель во всем мире, JW Marriott, там высотой 355 метров. Там, как я уже сказал, будет наша последняя остановка, еще там самый престижный квадратный километр. Там Бурдж Халифа, и сегодня у нас там будет подъем на башню, половина Бурджа Халифа, потому что там есть смотровая площадка, это расположено на этаже 124 этаже. Это половина Бурджа Халифа. Еще там играет самый высокий фонтан, еще там самый большой торговый центр, еще там отель Адрес, он пятый самый высокий отель. И кто из вас, он ездил на метро? Это все на метро? Кто не ездит? Так, хорошо. Там на вход увидели местных арабов, которые так и стоят в зеленых одеждах. Очень красивые. Такие молодые. Давайте сейчас просто мы увидим сначала. Это второй самый высокий отель во всем мире. Это под названием Башня Роза. Этот отель стоит издалека, как огромная роза. Тогда сверху или издалека такой отель стоит, как огромная роза. Он также самый первый безалкогольный отель в Дубае. С правой стороны от меня, сейчас мы увидим прямо с правой стороны, со золотыми кругами. Не увидели, да? На обратном пути я вам покажу. Хорошо, на обратном пути. Еще раз мы едем обратно через дорогу Шейх-Зайд. На метро там постоянно стоят на вход местные арабы в зеленых одеждах, очень красивые, такие молодые. Чем они занимаются? Кем они работают? Так они стоят на вход, они смотрят на друг друга, они постоянно играют на мобильном телефоне iPhone, их зарплата в месяц это $4000. Давайте посмотрим прямо с правой стороны, вот башня Эмиратов.
Emirates Towers. Два здания напротив друг друга, прямо. И здание, которое ниже по высоте. Ниже по высоте, это четвертый, самый высокий отель во всем мире. Они очень похожи на два здания, которые были в США, в Америке. Потом они подвергалась жестоко террористов 11 сентября, это в 2001 года, вот, который прямо с правой стороны. Но здание, которое ниже по высоте, это Jumeirah Towers Hotels, он четвертый самый высокий отель во всем мире, высотой это 309 метров. У нас в Дубае 911 небоскребов, да, как я уже сказал, но где сами первые небоскребы в Дубае? Давайте вместе еще мы посмотрим, справиться. Я знаю, что может быть половина автобуса им не видно, да? На обратном пути хорошо я вам покажу. На обратном пути еще раз. Но прямо с правой стороны от меня вот такое белое здание. Вам видно, да? Белое здание. Да вот это, да. Если у вас 100 дирхам, можно увидеть такое здание. Этот был открыт это в 1978 году. В это время ничего не было вдоль дороги Шейха Зайд, кроме такого здания. Он самый первый небоскреб, это на Ближнем Востоке. Он под названием Всемирный торговый центр. Поэтому, если у вас тут храм, можно увидеть такое здание, вот такое белое здание с маленькими окошками. Если половина автобуса вам не видно, на обратном пути, как я уже вам сказал, я вам покажу еще раз. Вы работаете? Конечно, да. Конечно. Это Всемирный торговый центр. Вот и Всемирный международный торговый центр в Дубае. Вот такой, который прямо с правой стороны. Вот такой. Ну хорошо, давайте лучше мы возвращаемся к нашему разговору. Такие арабы, которые стоят на вход, у них среднее образование, их зарплата в месяц это $4000. Поэтому здесь постоянно так они говорят. Нельзя спросить местных арабов, какая средняя зарплата у вас? Или какая? Да. Лучше можно их спросить, какая самая низкая зарплата у вас. У каждого человека может быть минимальная зарплата, это $4000. Но еще у каждого человека там другой доход. Что это такое? Дубай, я уже сказал, большая свободная зона. Может быть любой человек, у него есть деньги здесь, он может открыть в Дубае бизнес. Но на самом деле, если кто из вас или я хочу открыть бизнес в таких свободных зонах, тогда вам надо очень много денег. Но если сейчас мы хотим открыть такой маленький бизнес, такой торговый центр, тогда нам надо спонсор. И спонсор что это такое? Это местный араб, который обеспечивает ваш бизнес. И через него можно открыть такой бизнес. И как по контракту, каждый месяц вы должны отдать ему, может быть, не быть нет. На самом деле, как по закону, 51% от акций компании у него. Тогда это значит, что управление у него. Но это не получается. Потому что по контракту просто вы можете отдать ему 2, 3, 4, 5 тысяч долларов. Но зато он сидит дома, отдыхает и смотрит на телевизор. И как по контракту вы должны отдать ему такие деньги. И каждый человек по закону в это время он может открыть не только одна компания. 10 компаний. 10 на свое имя. Тогда может быть у него такая зарплата, это $4000 еще, и через него можно открыть такой бизнес. Самая большая зарплата здесь в настоящее время в Эмиратах для врачов и для учителей. Может быть их зарплата, это каждый месяц, это 25, 30, 35 тысяч дирхамов, не в долларах я говорю. Но такая зарплата, сейчас я говорю, как уклад жизни у местных арабов. Потому что, конечно, мы хотим сделать сравнение, как они жили в 50-х годах и как в настоящее время они живут. И все это, как я уже раньше сказал, благодаря одному человеку. Портрет, который с правой стороны. С правой стороны вот такой человек, правитель Абу-Даби. С левой стороны правитель Дубай, Шейх Мухаммад. Тогда здесь, может быть, или как я уже сказал, другие источники дохода у него. Самая большая зарплата для врачов и для учителей может быть каждый месяц, это 35 тысяч, это дирхамов. Но, как и здесь еще служба в армии. Местные арабы, если они хотят в армии служить, здесь служба в армии для местных арабов по контракту и 2 года максимально. Но служба в армии для местных арабов не как у вас в России, не как у нас в Египте, потому что, например, у нас в Египте еще арабская страна, но мы обязаны в армии служить. Тогда любой человек у нас, он получит сертификат об образовании, тогда в это время он должен в армии служить. Но здесь все по-другому. Здесь служба в армии для местных арабов по контракту, по желанию и максимально на 2 года еще под кондиционером. Потому что здесь в основном армии в Эмиратах, они наемники.
Они из разных арабских стран. Всего 70 тысяч человек. Но здесь служба в армии для местных арабов, как я уже сказал, под кондиционером еще может быть график по работе с 8 неплохо, больше ничего. Женщины в Эмиратах, которые постоянно, они ходят в черных одеждах, иногда они закрывают лицо, иногда не закрывают лицо. Если еще они хотят и в армии служат, можно, без никаких проблем. Раньше, может быть, давным-давно, также до возникновения ислама на территории арабского полуострова, здесь, когда в семье рождалась девушка, это позор, бедность. Как арабы они думали в это время? Но сейчас в настоящее время все по-другому. Только что, когда в семье рождается девушка, она получит хорошее воспитание и хорошее образование. Потому что здесь всегда местные арабы, они думают, они читают, когда девушка, она будет выходить замуж, тогда фуад или молодой человек, он должен отдать им халим. Халим раньше у арабов сколько верблюдов, но в настоящее время все по-другому, потому что халим минимально в настоящее время на территории этой страны это 500 тысяч дирхам, еще может быть золото. Но только это, я сказал, только для местных арабов. Тогда, если девушка, она религиозна, это очень важно, потому что молодой человек, как по традиции, когда он хочет пожениться, самое главное для него не красота. Самое главное у каждого человека здесь, что девушка, она в основном религиозна, она воспитана, она культурна, потому что здесь богатство у арабов не деньги. Деньги это проходит и ходит быстро. Как шейх Мухаммад, он сам и сказал, богатство у арабов в основном и сколько детей у меня в семье. Поэтому у шейха Мухаммад может быть 16 детей. У шейха Зайд основатель 19. У шейха Аджмана побольше много раз. Потому что они говорят, что у шейха Аджмана, соседний эмират, где Шарджа, самый маленький эмират, у него 56. Пока неизвестно точно. Но просто так они говорят, что у него 56. Тогда здесь, как я уже сказал, богатство у каждого человека, сколько детей у меня есть. Поэтому молодой человек, когда он хочет пожениться, сначала он думает, вот такая девушка, она имеет право воспитывать моих детей или нет. Это со стороны традиции. Но давайте посмотрим, как по исламу в настоящее время. Потому что всегда так, фуат, почему они в черных? Почему они так, они обязаны ходить в таких черных одеждах? Женщина или девушка, когда она лучше, она открыть дверь в рай. Для кого? Для ее отца. И когда она под ее ногами лежит рай, находится рай. И когда она жена, она завершит вторую половину веры мужа. Тогда молодой человек, когда он не женат, но он соблюдает все статьи ислама, хорошо, ладно, но на самом деле, только что, когда он будет жениться, тогда его жена помогает ему это завершить вторую половину веры ислама. И постоянно арабы они говорят, что жена это как дар от Аллаха. И любой человек, он должен хранить ее, потому что ему придается отвечать за этот дар перед Аллахом, это по последний день. Поэтому в настоящее время все по-другому. Женщина честно, она занимает очень хорошее место у каждого человека, тем более, что она может работать, она может заниматься бизнесом, но самая главная работа от всех женщин в арабском мире, не только в Эмиратах, еще у нас в Египте, это воспитание новых поколений. Это самое главное у всех женщин. У нас всего, как уже нам понятно, 7 Эмиратов, да? Я уже сказал, что у нас самый богатый и самый большой это Абу-Даби, да? Но у нас самый роскошный и самый красивый, без спора, очень понятно, это Дубай. Самый консервативный и самый образованный и самый культурный, где там действует сухой закон, это Шарджа. Еще у нас самый алкогольный, и самый веселый, и самый маленький. Всегда у правителя Аджмана хорошее настроение. Тогда Аджман самый алкогольный и самый веселый эмират, потому что действительно эмират, где можно купить алкоголь, это Аджман. У нас еще самый бедный эмират. Вообще там ничего нету. Это самый сложный по названию. Это Аль-Кувейн. Аль-Кувейн самый бедный эмират. Еще у нас самый плодородный эмират. Самый плодородный эмират. Там нет нефти, там очень много заводов, фруктовых садов, пресная вода. Там и такой эмират, который под названием это Рас-Аль-Хейма. Самый молодой эмират, самый молодой и самый природный эмират это Аль-Фуджейра. И действительно эмират, который расположен вдоль Индийского океана. И здесь у нас береговая линия всего, как уже понятно, может быть раньше ездили на экскурсии, наши гиды, они рассказывали вам, что береговая линия у определенных арабских эмиратов всего это 700 километров. Тогда всего это отсюда начинается. До сюда. 600 километров, они расположены, это вдоль, что? Вдоль Персидского залива. Вот. Что это за машина? У нас только 6 эмиратов.
как Абу-Даби, потом Дубай, потом у нас Шарджа, Аджман, Рас-Аль-Хема, Умур-Кувейн сначала, потом Рас-Аль-Хема на верхушке здесь. С той стороны у нас только один эмират. Это самый молодой эмират и самый природный эмират. Это какой? Аль-Фуджейра. Тогда, если кто из вас он хочет отдыхать на океане, только у нас один вариант. Какой эмират? Еще там другие варианты у нас или нет? А? Есть? Шарж, кто говорит? Да, молодцы, да, Хурфакат, молодцы. Конечно, еще Шаржа есть. У нас Шаржа, вот, где мы отдыхаем. Вот Шарж, выходит на Персидский залив, да, и столица Шарж. Иди там у нас залив. Но с той стороны, я уже сказал, у нас Индийский океан или Оманский залив, Идиль-Фуджейра. Но у нас только исключение, что Шаржа – единственный эмират среди всех, которые имеют территорию на восточной и на западной частях этой страны. Тогда вот Шаржа, но с той стороны у нас вот Калба, здесь этот район, еще Хорфакан, самый известный район там, еще у нас Диба. Ведь там Хорфакан, вот здесь очень много туристов через Пегас, там они отдыхают. Но это не Фуджейра, это еще Шаржа. Тогда еще там есть любой сухой закон. Все отели там без алкоголя, там нет кальян, все там по-другому. Тогда у нас только исключение. Тогда если кто из вас он хочет отдыхать на океане, у нас два варианта. Либо Фуджейра, либо еще Шаржа. Почему у нас Абу-Даби такой эмират? Самый богатый эмират. Потому что Абу-Даби занимает 6-е место во всем мире по добыче нефти. Еще Абу-Даби занимает это 4-е место во всем мире по добыче газа. Самая первая страна, как уже понятно, Россия. Потом у нас Иран, потом Катар, потом Абу-Даби. Поэтому у нас такой Абу-Даби, такой городок обеспечивает 70% от экономики этой страны. 1 литр бензина в Эмиратах, если это на ваши деньги, это 15 рублей. Но в последнее время, может быть, местные арабы, они начали жаловаться. Почему так нефть у нас очень дорого? Потому что у нас соседняя сторона здесь. Это Саудовская Аравия. Самая богатая арабская страна. У них там 1 литр бензина на ваши деньги, это 7 или 8 рублей. Но, конечно, Саудовская Аравия, такая страна, это занимает первое место во всем мире. Это по добыче нефти. В последнее время местные арабы, которые в Абу-Даби, они начали жаловаться. Наш шейх не самый богатый эмират, у нас богатство, у нас есть деньги. И почему Дубай такой маленький городок? Это занимает первое место среди всех. Поэтому конкурс идет в настоящее время между Абу-Даби и Дубай. И кто он занимает первое место? Шейх Мухаммад, правитель Дубай, он всем обещал, что Дубай навсегда это будет занимать первое место, это среди всех. Потом у нас дальше Шаржа. Что такое сухой закон, который в Шарже? Потому что в последнее время они испугают наших туристов. Не отдыхайте в Шарже, там и страшно. Отдых без алкоголя не получается. Там сходите где, чего нету там. Поэтому мы хотим узнать, что такое сухой закон, который в Шарже. Шаржа, такой эмират, занимает это 3-е место во влечении, это среди всех эмиратов. Но там все по-другому. У нас здесь в каждом эмирате есть правящая семья, да? Есть правитель. Он считает себе главным. Поэтому у нас в Шарже там действует сухой закон. Но у нас Аджман, соседний эмират, там алкогольный эмират, все там по-другому. Коммунальные услуги в Шарже очень подешевле, чем в Дубае на 2 или 3 раза. Из-за этого всегда бывает большая пробка. Утром, если у вас экскурсия, например, в Дубае или в Абу-Даби, можно попасть на пробку на 1,5 часа. Потому что все люди, которые в Шарже, они живут, в основном они в Дубае работают. С левой стороны от меня этот порт Рашид. У нас в Дубае только всего 2. Порт Джабал-Али, там где в конце, Леноборог и Дубай со стороны Абу-Даби. Там где промзона Джабал-Али. Там самый большой порт в Дубае. Второй порт в Дубае по влечению вот такой. Этот под названием порт Рашид. Но такие порты Рашид и порты Джабал-Али, они находятся среди 40 лучших портов этого во всем мире. Вот такой порт. Шаржа, как я уже сказал, все коммунальные услуги подешевле. Поэтому все люди, которые в Дубае, они работают, они живут в основном в Шарже. Оплата за воду, оплата за свет, снимать квартиру, все там подешевле. Все отели, которые в Шарже, они без алкоголя. Тогда вне отелей, внутри отеля вообще алкоголь не продаются. Еще там продаж алкоголь или при продаже алкоголь запрещено. Еще там нельзя курить кальян. Но на самом деле, если кто из вас там отдыхает,
Можно пить алкоголь, можно курить кальян, но это где? В комнате или в квартире, где я живу. Самое главное в Шарже, надо хорошо вести себя. Нельзя алкоголь употребляться на виду у окружающих. Не только в Шарже, везде. Даже в Ажман, где у нас там алкогольный аппарат. Или где там алкоголь продается. Но там и здесь у нас закон. И все люди, они должны уважать закон. И здесь, кстати, может быть не в курсе, что штраф для местных арабов 1 раз больше. Тогда, если они штрафовали нашего водителя 500 дирхам, тогда штраф для арабов не только 500, 1000 дирхам. Потому что они хотят показать всем, что здесь или что местный араб, он как настоящий пример для всех. Для вас все бесплатно, коммунальные услуги, дом бесплатно, все бесплатно. Тогда, если мы всего миллион, и мы не можем уважать наш закон, что речь они будут делать? Поэтому здесь штраф для местных арабов 1 раз больше. Но в Шарже, где мы отдыхаем, можно пить алкоголь, можно кайфовать, можно курить кальян, но, как я уже вам сказали, в комнате, где вы отдыхаете, или где я там живу в квартире, никто не мешает вам. Самое главное, надо хорошо вести себя. Больше ничего. Это